Это новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главном к этому часу. Второй день спартакиады игр Манчары продолжается, стали известны новые имена победителей соревнований. В День семьи, любви и верности в Нерюнгри получают подарки и поздравления как молодые семьи, так и ветераны этого праздника. Прием заявлений на единоразовую выплату на детей школьников в возрасте от 6 до 18 лет начнется 15 июля. Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. В праздничный день в Якутске чествовали семьи, которые прожили вместе 50 и более лет. Также многодетные семейные пары. Глава республики Айсен Николаев вручил супругам медали за любовь и верность, благодарственные письма и первые социальные карты с единым цифровым сервисом. С помощью этих карт можно получить скидки и льготы, пользоваться бонусами при покупке товаров, услуг и авиабилетов. Помимо этого, карта станет льготным билетом в общественном транспорте. Глава республики отметил, что здоровая и полноценная семья – это абсолютный приоритет в Якутии. Добавим, сейчас в республике проживает более 31,5 тысяч многодетных семей. В прошлом году Якутия впервые за 6 лет вошла в десятку лучших регионов с высокой рождаемостью. Мы прожили очень долгую, интересную жизнь, потому что Николай Алексеевич был военным. Мы из конца в конец бороздили бывший Советский Союз, жили в Калининградской области, жили здесь в Туровчинском улусе. Он до этого в Тиксе служил. В общем, вот так вот исколесили всю страну с маленькими детьми. Но я думаю, что все-таки должно быть взаимное уважение и взаимное понимание. Любовь, конечно, она есть, была и будет всегда. Но со временем взаимопонимание, взаимоподдержка – это самое главное. В этот праздник, в День семьи, любви и верности, и в Нерюнгри получают подарки и поздравления как молодые семьи, так и ветераны этого праздника. Семейные пары награждают памятными медалями и сертификатами. Продолжит Екатерина Павлова. Семья Лазаренко в праздник семьи, любви и верности получает долгожданный сертификат в рамках муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей Нерюнгринского района. Об этой программе семья узнала в 2018 году и, собрав необходимые документы, ждала своей очереди. У нас двое деток, и мы хотим трехкомнатную квартиру приобрести. Вот. Семья Лазаренко стала 10-й семьей, которая в 2021 году получила жилищный сертификат. Программа по обеспечению жильем молодых семей реализуется достаточно давно. На 1 января 2021 года на очереди стоит 58 семей. И в течение всего года наш отдел социальной и молодежной политики принимает заявки от молодых семей. Поэтому мы приглашаем все молодые семьи, где супруги в возрасте до 35 лет, обратиться либо на сайт районной администрации, либо к нам в отдел, чтобы узнать условия участия и принять участие в этой программе. В знаковый праздник внимание было уделено не только молодым семьям. Представители администрации отправились в поселок Беркакит чествовать семью Мушта, которые прожили в браке долгую совместную счастливую жизнь. Брак Владимира и Фаины зарегистрирован в 1970 году. Самое главное – это взаимопонимание. Уважение друг к другу. Понимание друг друга. Тогда будет в семье все нормально. И чтоб шло все в один кошелек, а не по разным карманам. Молодым что пожелать? Чтобы жили дружно. Слушались. Самое главное, друг чтобы друга. жили дружно, молодежь. Наперекор друг другу не шли, где можно промолчать. Особенно И самое главное, пол. чтобы не обманывали друг друга. Вот когда будет в семье лад, когда будут говорить правду друг другу, и тогда будет жизнь нормальная. У семьи Мушта 3 детей. В настоящее время супруги находятся на заслуженном отдыхе и активно помогают в воспитании внуков и правнучки. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.
Российские семьи получат с 16 августа единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей-школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Прием заявлений на единоразовую выплату начнется уже с 15 июля. На выплаты из бюджета выделят 204 миллиарда рублей. В целом они положены 20 миллионам школьников. Еще 36 миллиардов рублей заложено на выплаты родителям-одиночкам детей в возрасте от 8 до 17 лет. Эти деньги должны получить 1 миллион 100 тысяч россиян. Минтруд в настоящее время анализирует причины отказа в выплатах на детей от 3 до 7 лет. На сайте госуслуг для этого создан канал для вопросов по выплатам. Что касается эпидобстановки, то по данным оперативного штаба коронавирус зафиксировали у 95 человек в республике за минувшие сутки. Так, в столице региона обнаружили 52 случая инфекции. В Жиганском и Нерюнгринском районах по 5 случаев. По 4 заболевших COVID-19 зарегистрировали в Алданском, Амгинском, Мирнинском и Усть-Алданском районах по 3. В Мегино-Кангаласском, Сунтарском и Хангаласском районах. По 2 случая в Верхневилюйском и Таттинском районах. Единичные случаи выявили в Вилюйском, Ленском, Намском и Чурапчинском районах. За сутки лаборатории республики провели 3012 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 миллион 206 тысяч 945 тестов. Но что касается вакцинации, то первый компонент вакцины от коронавируса получили около 22% населения Якутии. Число жителей, которые привились первым компонентом, составило почти 222 тысячи человек. Уточняется, что для вакцинации 60% взрослого населения региона необходимо еще почти 138 тысяч доз препарата. Жителям республики доступны 3 вакцины – Гам-Ковид-Вак, Эпивак-Корона и Ковивак. Сделать прививку можно в 45 организациях республики, в которых развернули 273 специальных медпункта. Также открыты 20 мобильных пунктов вакцинации и созданы 140 мобильных бригад. Каждые сутки прививочные пункты могут принимать по 14 тысяч человек. И к другим темам. Мошенники придумывают новые схемы похищения денег. Изо дня в день в МВД Якутии обращаются обманутые граждане. Так, накануне у жителя Нюрбы лжеброкеры выманили 1 миллион 275 тысяч рублей. Похожая история произошла и с женщиной из Мегино-Кангаласского улуса. Она отдала мошенникам свыше миллиона. Схемы похищения похожи и набирают обороты. Неизвестные звонят под видом брокерской компании и предлагают заработать на пассивном доходе. Для этого просят установить приложение и инвестировать деньги, обещая при этом прибыль на приобретенных акциях. За последнюю неделю в отношении жителей республики совершено 29 преступлений. Основная доля приходится на город Якутск. Также пострадали жители крупных районов. Это Нерюнгри, Алдан и Мирный. Общая сумма ущерба составила 2 миллиона 900 тысяч рублей. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при инвестиции своих денежных средств, так как в последнее время существует много подложных сайтов, которые создают мошенники для кражи ваших денежных средств. Также будьте внимательны, никому не называйте свои банковские данные, номер банковского счета, номер банковской карты, CVV-код, а также коды, которые присылают вам по СМС-уведомлениям. Также не нужно доверять лжесотрудникам операторов сотовой связи. Также не нужно верить лицам, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и пытающимися ввести вас в заблуждение. У юных поклонников Спайдермена в Ленске появилась тренировочная паутина. Спортивную площадку с многочисленными лозами установили в городском парке культуры и отдыха. И это единственный подобный объект в городе. Игровые формы были специально подобраны для подростков, так как для малышей уже есть детская площадка в районе многофункционального центра. Но несколько элементов для детей младшего возраста все же установили, так как юные скалолазы часто берут с собой младших братьев и сестер. Все меры безопасности соблюдаются. В данный момент идет укладка покрытия из резиновой крошки. Как только появились первые объекты, детвора уже опробовала их на прочность. Все оборудование сертифицировано, отвечает требованиям безопасности. Но и перед тем, как именно выбирать вот эти вот формы, проектная организация провела такой небольшой мониторинг, посмотрели опыт
российских городов, опыт благоустройства общественных территорий на территории республики. 55 лет чистой работы. В Мирном сотрудники водоочистных сооружений отмечают юбилей предприятия. Благодаря им в наши дома поступает чистая вода. Как совершенствуют качество воды и кто за всем этим стоит, в сюжете Иванны Филипповой. Мы находимся на стратегически важном объекте, на насосно-фильтровальной станции. Сюда исходная вода поступает из Иреляхского водохранилища и проходит полную очистку от примесей. Каждые сутки здесь готовы выдавать 20 тысяч кубометров чистой питьевой воды. Чтобы объекты водочистой работали бесперебойно, ответственность несут все – операторы, электрики, слесаря. Коллектив здесь как единый организм. От действий каждого зависит итоговый результат всего производства. Наша работа состоит в том, что выдавать на гора качественную воду. Я как бригадир должен следить и отвечать за работой насосного оборудования по всему объекту нашему, расположения нашего города. Очистка воды – процесс многоступенчатый. Чтобы избавить ее от примесей, добавляют специальные реагенты. Перед отправкой на город обеззараживают хлором. Контроль за качеством питьевой воды круглосуточный. Централизованные лаборатории проверяют воду не только на цветность и мутность. Если показатель хлора вдруг поднялся, мы сообщаем это все операторам. Операторы регулируют технологический процесс и приводят показатель в норму. С 2014 года все объекты водоочистной станции поэтапно автоматизировали. Работать стало проще, говорят сотрудники. Первыми это ощутили операторы диспетчерской. Здесь производится контроль за подачей воды на город, за давлением в магистралях. Если какой-то сбой, то мы здесь регулируем, контролируем. Предприятие тепловодоснабжения обеспечивает чистой водой не только жилые дома, но и все производственные объекты города. Действуют две водоочистные станции. Старая построена в 60-е и новая. Ее мощность в 2 раза больше. Понятно, что с 1966 года претерпели большие изменения водоочистные сооружения. Постоянно ведется улучшение, соответственно, реконструкция, модернизация оборудования водоочистных сооружений. В прошлом году, в 2019 году мы запустили полностью автоматизированную электролизную станцию, перевели полностью в автоматический режим насосную 3-го подъема. Соответственно, в этом году мы выполняем работы по реконструкции контактных осветлителей и переводу в автоматизированный режим промывку контактных осветлителей на старом. В этом году коллектив водоочистных сооружений отмечает юбилей. Но даже в праздничные дни не забывает о главной задаче – обеспечивать теперь уже 35-тысячный город качественной питьевой водой. Иванна Филиппова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Стали известны имена новых победителей и призеров Игорь Манчар. Итак, мастер спорта России Диана Адаська из Якутска завоевала 1-е место в прыжках кылы среди женщин с результатом 24 метра 51 сантиметр. На 2-м месте Аюна Салышева из Усть-Алданского улуса и 3-е место у Анны Лыткиной из Мегино-Кангаласского улуса. Среди мужчин победу одержал представитель Горного улуса Кай Адамов. Серебро досталось Нюргуну Сокольникову из команды Северо-Восточного федерального университета. И на 3-м месте Сергей Захаров, спортсмен из Мегино-Кангаласского улуса. Саина Кандинская из Мегино-Кангаласского улуса одержала победу в состязаниях по гиревому спорту среди девушек на рывке. Среди юношей победителем стал Руслан Парфенов, представитель Чурапчинского улуса. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.